Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Как только я пойму и президент мне скажет, что в этом есть необходимость, Александр Лукашенко заявил, что признает независимость Абхазии и Южной Осетии. Законопроект об НКО и инагентах поступит на рассмотрение парламента ко второй половине 2023 года. Итоги заседания рабочей группы по формированию общего социального и экономического пространства между Абхазией и Россией. Посвященная абхазской народной песне, в середине февраля состоится премьера видеоклипа режиссера Мадины Аргун в рамках проекта «Амазара». Начнем с эпидемиологической ситуации. Согласно сообщению оперативного штаба, за 5 февраля тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 499 человек. Диагноз подтвержден у 294 из них. Общее число выявленных заболевших коронавирусом составляет 46 368 человек. Зарегистрировано 602 летальных случая. Выздоровели 38 203 человека. Вторая вспышка коронавируса в психбольнице за 4 месяца. Первая была в ноябре 2021-го. Тогда заболели 35 пациентов. Сейчас ситуация несколько иная. За 2 недели заболело уже 20 человек. На этот раз у нас болеют и женщины, и мужчины. Создать отдельное отделение не было возможности, и поэтому изолировали их в отдельных палатах по отделениям. Течение заболевания легкое, ближе к средней тяжести, тяжелых пациентов нет, сказала «Спутник» временно исполняющая обязанности главврача республиканской психбольницы Ирина Ануа. Штамм коронавируса лабораторно не подтверждали, но, как пояснила врач, судя по течению и скорости распространения, скорее всего, это омикрон. Абхазия в международной повестке. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью YouTube-каналу «Соловьев Лайв», что признает независимость Абхазии и Южной Осетии после того, как ему дадут понять, что в этом есть необходимость. Он отметил, что это решение напрямую зависит от главы российского государства Владимира Путина. Абхазию и Осетию когда признаем? А в этом есть какая-то необходимость? Всегда есть необходимость. Как только я пойму, и президент мне скажет, что в этом есть необходимость... МИД Абхазии опубликовал комментарий в связи с заявлением президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. В Республике Абхазии позитивно оценивают заявление белорусского лидера о возможности признания суверенитета абхазского государства. Подобный шаг со стороны Минска подтвердил бы курс президента Лукашенко на выстраивание прочих союзнических отношений между Беларусью и Россией, говорится в частности в комментарии внешнеполитического ведомства. Абхазия открыта для полноформатного диалога с дружественными России государствами, разделяющими справедливые чаяния народа Абхазии. Развивая союзнические отношения с Россией, Абхазия была бы заинтересована в налаживании официальных контактов с Республикой Беларусь, которая является стратегическим союзником Российской Федерации, членом союзного государства России и Беларуси, полноправным и активным участником Содружества независимых государств и Организации договора о коллективной безопасности, также отмечается в комментарии МИД. Министерство иностранных дел Абхазии готовится к открытию многофункционального медиацентра. Его основная задача – укрепление позиции Абхазии в сфере международной информационной политики, рассказала «Спутник» начальник пресс-службы МИД Анна Гамисония. Это новая информационная площадка, на которой будут проходить мероприятия, связанные с внешнеполитической деятельностью Республики Абхазия в онлайн и в офлайн режиме. Для нас очень важно, чтобы объективная информация об Абхазии имела широкий международный охват. Поэтому мы всячески налаживаем механизмы распространения информации, в том числе и при активной поддержке наших российских коллег. Информация ЦИК. 7 февраля Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия зарегистрирована инициативная группа по выдвижению кандидатам в депутаты. Смыр Джонни Васильевича по 2-му городскому Гудаутскому избирательному округу номер 19. Всего с 21 января по 7 февраля зарегистрировано 116 инициативных групп и 5 политических партий. Больше всего инициативных групп зарегистрировано по избирательному округу номер 7 в Сухуме – 9. Среди выдвигаемых кандидатур 17 депутатов действующего парламента 6-го созыва.
Энергетический кризис в развитии в связи с тем, что уровень воды в Джварском водохранилище приблизился к критической отметке в 415 метров, а также из-за того, что расход воды ввиду высокого потребления превышает ее приток в водохранилище, во избежание полной остановки комплекса Ингургэс с 7 февраля введены ограничения на поставку электроэнергии по всей республике. Согласно графику, жители Восточной Абхазии будут обесточены в общей сложности 4 часа в сутки, по 2 в ночное и дневное время. Отключение света в западной части республики, питающиеся от перетока из России, будут производиться по часу в сутки из-за высоких нагрузок и в избежание аварий в системе. С подробным графиком можно ознакомиться на официальных ресурсах РУП «Черноморэнерго» и на страницах информагентств. О ситуации на плотине и о том, когда возможно бесперебойное возобновление работы Ингургэс, в интервью нашему телеканалу по телефону рассказал директор Ливан Мибония. Ливан Гулливерович, расскажите, пожалуйста, какова сегодня ситуация на плотине, каков уровень воды и в каком режиме сегодня работает Ингургэс? Уровень воды минимальный, 415 метров от уровня моря, 415 и 15 сантиметров. Приток воды в настоящий момент составляет 40 кубических метров в секунду, что примерно составляет 90 мегаватт. Соответствует 90 мегаватт в среднем. И вот на потреблении Абхазии где-то в той части, что подключен к Ингуру, где-то, в зависимости от погоды, меняется между 140 и 160 мегаватт. Ну вот сейчас Черноморэнерго проводит ограничения, чтобы не допускать остановку Ингургэс, и вот работаем на притоке. Вот пока погода не улучшится, вот такая ситуация будет сохранена. Вы вот сказали, там снега, да, они должны начать таять, я правильно понимаю? Да, но когда вот в низменности, скажем, там в Гале или Сухуме 15 градусов, там 0 или минусовая, так что там тает, и вот такое заметное улучшение, это будет, наверное, где-то в середине марта, может быть, сложно сказать, какая погода будет. Ну вот для той потребления, что в Абхазии сейчас, которые подключены к Ингуре, вот я думаю, что где-то через неделю, 10 дней будет какой-то прогресс, улучшение. Скажите, пожалуйста, а коснулись ли вот эти ограничения самой Грузии? У вас тоже такие проблемы? Грузия сейчас не получает электроэнергию от Ингургэс. Все, что вырабатывается, идет на покрытие Абхазии. Законопроект об НКО и иноагентах поступит на рассмотрение парламента ко второй половине 2023 года. Этот вопрос, в числе прочих, обсуждался в ходе заседания рабочей группы по формированию общего социального и экономического пространства между Абхазией и Россией. Встреча прошла в Москве 31 января. Министр юстиции Андрей Барциц и заместитель председателя Государственного таможенного комитета Аляс Лабаху рассказали об основных итогах встречи. Тему продолжит Надежда Боровикова. 31 января в Москве состоялась встреча российско-абхазской рабочей группы по вопросам реализации программы формирования общего социального и экономического пространства между Абхазией и Россией. Абхазскую делегацию возглавила вице-премьер-министр экономики Кристина Озган. Российскую часть рабочей группы – замминистра экономического развития Дмитрий Вольвач. Аляс Лабахуа, заместитель председателя Государственного таможенного комитета Абхазии, также принимал участие в заседании рабочей группы. Он рассказал, что из 45 пунктов программы 6 касаются гармонизации в сфере таможенного законодательства. И в ходе последней встречи обсуждали в основном таможенный кодекс, который Абхазии предстоит принять. ФТС Российской Федерации, то есть таможенной службы, был представлен нам для изучения проект таможенного кодекса, который, гармонизированный с кодексом Евразийского экономического союза, а в части неурегулированной, законодательством Российской Федерации. Этот кодекс состоит из 63 глав. Были какие-то разногласия, были какие-то разночтения. То есть необходимо было дать, так скажем, комментарий к каким-то из статей, потому что не все было не то что понятно,
а немножко расходилось с тем, что на сегодняшний день существует, работает в Абхазии. Да? Наш кодекс был принят в 1999 году, поэтому время идет вперед. Естественно, нам нужно работать в едином пространстве, тем более наш главный стратегический партнер Российская Федерация. Из 63 глав на сегодняшний день нами рассмотрено 50 глав, они согласованы в окончательном чтении, так скажем, согласованы с российской стороной. Рабочая группа Таможенного комитета Абхазии заседает дважды в неделю. Один раз в неделю проводятся онлайн-совещания с коллегами из Федеральной таможенной службы. Процесс согласования завершится в течение 2 месяцев максимум. У нас очень много несовпадений. То есть, допустим, давайте так, простым языком, да, здесь мы на нашей стороне, как говорится, на абхазской оформляем по одним документам, в Российской Федерации требуется другой документ. Это значительно облегчит участь, как говорится, работу наших участников внешнеэкономической деятельности. Это взаимное признание документов с обеих сторон. Это, есть, вы сами прекрасно знаете, есть у нас недобросовестные, товарищи, да, которые могут покинуть территорию страны. У нас будет возможность и проследить за ними на территории Российской Федерации с взиманием неуплаченных таможенных пошлин, налогов и так далее. То есть есть ряд вопросов, которые сегодня тяжело решаемые на сегодняшний момент. После того, как проект нового таможенного кодекса будет разработан, он должен пройти все этапы согласования в Минфине, Минэке, в МИДе и Минюсте, и только после этого документ будет рассмотрен депутатами парламента Абхазии. Министерство юстиции осуществляет экспертизу практически всех законопроектов, разрабатываемых в рамках программы гармонизации, но напрямую занимается 2 направлениями. Первое – это проект закона о государственной пошлине. Фактически закон о государственной пошлине, проект закона о государственной пошлине будет содержать иную логику построения нормы права, действующих норм. Общепризнанно, научно в том числе сообществом, что российский закон о государственной пошлине является весьма эффективным, и поэтому абхазская сторона в рамках реализации положений по гармонизации в части подготовки этого законопроекта пошла по пути перенятия опыта логики построения российского образца закона. Но, безусловно, те цифровые показатели, которые были у нас заложены прежде, они все остались в силе. Министерство юстиции не затрагивало позиции цифровых показателей, и мы исходили из тех акторов, которые были до подготовки этого проекта. То есть никаких новшеств, серьезных, существенных увеличений в том числе не предусмотрено. Проект закона о государственной пошлине уже написан и проходит согласование в абхазских органах власти. Второй проект – соглашение о регулировании деятельности некоммерческих организаций и иностранных агентов пока в процессе разработки. 2022 год мы находимся на этапе подготовки предложений по модернизированию системы, национальной системы, регулирующей эту сферу отношений. Первое. Второе – это совокупность новых общественных отношений, которые могут быть вызваны в связи с принятием новых концептуальных подходов в регулировании этого вопроса. И третье – это подготовка понятийных представлений. В рамках процедуры гармонизации наша сторона будет подготавливать свое видение решения регулирования общественных отношений в этой сфере, и, разумеется, итоговым этапом будет рассмотрение этого вопроса в рамках парламента, и парламент, Народное собрание будет принимать итоговое решение о том, какова будет форма, вид и методы регулирования общественных отношений в этой сфере. Как будет выглядеть этот закон и насколько он будет отличаться от российского закона об инагентах, пока говорить рано. Согласно плану-графику, абхазская сторона должна разработать, согласовать и представить этот законопроект в парламент ко второй половине 2023 года. Надежда Боровикова, Саид Агуха, Абаза ТВ. По итогам за январь 2022 года сумма начислений таможенных платежей составила 133 миллиона 700 тысяч рублей, что на 31,5 миллиона рублей больше плановых показателей на январь. План выполнен на 131%, сообщается на сайте ГТК Республики Абхазия. В сравнении с показателями за январь 2022 года объемы начисления таможенных платежей в январе 2022 года увеличились на 22 миллиона рублей.
При поддержке московской абхазской диаспоры и школы STEM Lab в тестовом режиме стартовал новый образовательный проект, сообщается на странице МАТ в Facebook. Для того, чтобы трудоустроиться, необходимо пройти 3-месячный курс STEM Lab по направлению тестировщик и успешно сдать итоговое тестирование. Программа доступна только гражданам Абхазии. Тестировщик – специалист, который занимается проверкой программного обеспечения с целью выявления ошибок в его работе и их последующего исправления. Это одно из перспективных направлений в сфере IT. Глава московской диаспоры Беслан Аграба оказал финансовую поддержку при подготовке STEM Lab преподавателя по данному направлению. Программа курса рассчитана на 3 месяца. Обучение проходит в школе STEM Lab в городе Сухум. Организацию этого этапа берет на себя московская абхазская диаспора в лице члена правления МАТ Вахтанга Тужба. Первый тестовый поток курса уже завершился. По их результатам 2 молодых людей, граждан и жителей Абхазии, прошли успешно программу обучения в STEM Lab и были трудоустроены в IT-компанию на позицию тестировщик. Посвященной абхазской народной песне. В середине февраля состоится премьера видеоклипа режиссера Мадина Аргун. Он станет 3-м в рамках проекта Всемирно-Абхазского Абазинского конгресса и международного объединения Алашара Амазара, направленного на популяризацию нематериального культурного наследия абхазо-абазинского народа. Наша съемочная группа пообщалась с режиссерами проекта Тимуром Квискири, Даутом Лого и Мадина Аргун, которые рассказали о съемочном процессе и особенностях в работе над патриотическим проектом. Слово Анастасии Никоновой. Так как много музыкальных инструментов, для меня это самая интересная такая работа была — разложить это, так скажем, по кадрам. Режиссер Даут Логуа – один из авторов видеоролика в рамках проекта Амазара, направленного на популяризацию нематериального культурного наследия абхазо-абазинского народа. Его выбор пал на народную музыку. Героями ролика стали участники оркестра народных инструментов имени Отара Хунцария. Мне было очень приятно работать уже непосредственно с самим ансамблем. И я, еще не зная, кто, так скажем, ребята в кадре, представлял как раз себе молодые лица, энергетику какую-то, и все совпало. Таких композиций на самом деле много интересных, хороших, которые даже нам мало известны, потому что они не такие популярные просто в обиходе. Режиссерская группа к съемкам готовилась долго, а вот сама запись длилась сутки, отмечает Даут Логуа. Локацией было выбрано село Бамбора Гудаутского района. Первоначально мы хотели снимать на Уатхаре, в горах, чтобы это было максимально аутентично, сложно. Но, опять же, в силу того, что большое количество людей, сложно доставить всех туда, музыкальные инструменты, начали искать локацию поближе. Наш оператор Валера Кискири там уже снимал до этого. Он показал пару кадров, мы сказали: отлично, поехали, предварительно посмотрели. А вот режиссер Тимур Квискири работал над абхазским танцем. В своем видеоролике, снятом в Абхазском драматическом театре с привлечением национальных ансамблей, он отразил динамичность, красоту и грацию. Главный замысел был в том, чтобы вот наш фольклор, нашу этническую музыку подать, так скажем, каким-то современным стилем, так, чтобы это молодежи зашло, как они говорят. И в этом была главная задача, поэтому в основе, конечно, это этническая музыка, это фольклор наш. Тимур Агарба хорошо составил все музыкальные части, Анри Гумба как раз сделал аранжировку, плюс еще придал определенные звуки, которые давали характер музыкальной части этого клипа. Особенность главное, что были привлечены талантливые, на самом деле, молодые ребята, которые представляли разные коллективы, разные ансамбли и участвовали в этом проекте для продвижения и популяризации национальных традиций, обычаев, музыки, песен, танцев среди молодежи. Идея проекта, нацеленного на популяризацию нематериального культурного наследия абхазо-абазинского народа посредством современных интернет-технологий, зародилась весной 2020 года, рассказывает продюсер Амазара Гета Ардзенбам. Пандемия затормозила съемочные и монтажные работы, и даже несмотря на это, большая часть проекта реализована. Вот на фоне этих изменений Мусиху Абаровичу Экзекову, председателю Высшего совета Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса, пришла идея снимать видео, которые бы фиксировали ту духовную культуру, которая успела дойти до наших дней, смогла дойти до наших дней. Так родился проект Амазара. Нематериальное наследие,
то, что сегодня мы передаем детям, вот это должно по идее проекта быть зафиксировано на видео. То есть музыка, танец, обряды, обычаи, народные ремесла, язык, культура, то есть весь духовный мир, в котором живет каждый народ. Проект Амазара не ограничился Абхазией. Параллельно съемки идут в Карачаево-Черкесии. Реализует проект Международное объединение Алашара. Наши коллеги, наши братья из организации Алашара снимают свою цепочку видео. Уже снят фильм о ножах, то есть народное ремесло, традиционный абазинский нож. Уже снят очень хороший фильм, который рассказывает о том, как пришли к этой форме ножа, как сегодня возродилось это ремесло. Тоже, кстати, благодаря стараниям наших коллег из организации Алашара создана мастерская. И вот не просто возродилось, а и расширяется это ремесло. Очень много ребят учатся этому ремеслу. Вот обо всем об этом фильм. Нас радует то, что продукт, который мы выпускаем, это всегда очень качественно, очень от души. Все, кто работают в проекте, во-первых, работают совершенно бесплатно. Это очень важно. Безусловно, это реализация творческих идей, да, потенциал тот, который работает в проекте. Это в основном молодые режиссеры. Сейчас свою работу над видеоверсией завершает режиссер Мадина Аргун. Работала она над историей и звучанием народной абхазской песни. Как отмечает режиссер, после первых съемок стало понятно, одной композицией не обойтись. В итоге Мадина Аргун написала целый сценарий для проекта Амазара. Для начала для себя я решила, я создала сценарий, написала сценарий, основанный на трудах наших ученых, фольклористов, музыковедов. Я написала сценарий, такую историю абхазского человека. Вот как в разное время взросления, не знаю, и так далее. То есть период человека абхаза, что в каждый период, будь то война, будь то свадьба, и так далее, что у абхазов всегда их сопровождала тематическая песня. В целом у Мадины Аргун будет представлена история 6 народных абхазских песен. Исполнители – ансамбль Ахиштра из Гудауты. Такой фильм получился документально-художественный, да, с какими-то и режиссерскими вкраплениями, фантазиями и темами. И в первую очередь встал вопрос, кто эти песни будет исполнять. И чудесно совершенно, мне кажется, на мой взгляд, на сегодняшний день недооцененный коллектив. Это гудаутский коллектив, Ахиштра он называется. Это молодой коллектив, но у которого уже в репертуаре свыше 40 народных песен, без аранжировок, да, современных. Да, то есть в таком архаичном, в первозданном, как они до нас дошли. Более того, этот хор проводил колоссальную исследовательскую работу. Премьера расширенной версии видеоклипа для проекта Амазара режиссера Мадины Аргун состоится в середине февраля. Как отмечают авторы, проект и далее продолжит свою реализацию. Анастасия Никонова, Сасрагуа Гухава, Абазатовая. О профилактике нарушений правил дорожного движения в материале пресс-службы МВД Абхазии. В дорогах Абхазии совместными усилиями сотрудников Центрального аппарата и госавтоинспекции МВД за первую неделю февраля текущего года выявлено 1737 нарушений правил дорожного движения, из которых 618 за нарушение норм тонирования автостекол. 91 водитель привлечен к административной ответственности за управление автотранспортным средством в нетрезвом состоянии. Мероприятия по обеспечению дорожной безопасности и пресечению нарушений правил дорожного движения Министерством внутренних дел проводятся ежедневно. Спорт. Тяжелоатлет родом из Абхазии Илкан Гвазава стал победителем Кубка России, сообщается на сайте Госкомспорт Республики. Гвазава одержал победу в весовой категории до 61 килограмма с результатом в сумме двоеборья 263 килограмма. В рывке юноша поднял вес 123 килограмма, показав рекорд России среди юниоров. В толчке 140 килограммов. Герман Кутарба назначен главным тренером футбольного клуба «Гагра», сообщает официальный сайт города Гагра. Герман Кутарба родился в 1978 году, мастер спорта России, тренер спортивной школы футбола номер 10 города Сочи.
В завершении выпуска прогноз погоды. Во вторник, 8 февраля, в Абхазии облачная с прояснениями погоды. Во второй половине дня ближе к вечеру возможен дождь. В предгорьях и горах возможен дождь со снегом, снег. Температура воздуха ночью от 1 до плюс 6, днем от 7 до плюс 12. Температура морской воды 9 градусов. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.